Власти Таджикистана вернули в страну более 4000 студентов под предлогом их возможного присоединения к террористическим организациям. Об этом сообщил председатель Государственного комитета национальной безопасности ГКНБ Саймумин Ятимов во время конференции в Душанбе. По его словам, эти молодые люди обучались за рубежом и находились под идеологическим воздействием экстремистских структур и религиозных образовательных учреждений, деятельность которых вызывает обеспокоенность таджикских спецслужб. В целях предупреждения присоединения к группировкам возвращены на родину более 4000 таджикских студентов, которые являлись объектом обработки террористических организаций и зарубежных религиозных образовательных учреждений, подчеркнул Ятимов. Следует заметить, что таджикский режим уже на протяжении 15 лет жестко контролирует религиозное образование молодых таджикистанцев. Все началось с того, что 2009 год был объявлен годом имама Абу Ханифы, и далее под предлогом сохранения ханафитского мазхаба в отношении студентов религиозных вузов, особенно зарубежных, начались репрессии. Постепенно в течение пары лет в стране были закрыты абсолютно все религиозные учебные заведения, кроме Исламского института в Душанбе, попавшего под строгий контроль властей. С тех пор получение религиозного образования в Таджикистане разрешено только в официальных учебных заведениях и с согласия родителей. Единственным действующим учреждением такого типа остается Исламский институт в Душанбе, где обучается весьма ограниченное число студентов. В результате в стране ощущается острая нехватка кадров в этой сфере. Большая часть независимых религиозных деятелей и вообще религиозно образованных людей либо давно покинули страну, либо находятся в местах лишения свободы по сфабрикованным уголовным делам. Остальные же находятся под жестким контролем спецслужб. Наблюдатели отмечают, что одним из важнейших столпов внутренней политики режима Рахмона является недопущение религиозного возрождения, как это уже однажды произошло в 90-е годы. Судя по всему, даже с ожидаемым всеми уходом на покой Рахмона ничего в этом направлении не изменится, с учетом заявлений его преемника. Напомним, что в августе этого года мэр Душанбе и спикер Маджлиси Милли Рустами Эмомали на встрече с представителями правоохранительных органов и судебной системы столицы выразил обеспокоенность проблемой незаконного религиозного образования. 80% тех, кто прошел незаконное религиозное обучение, это молодежь до 30 лет, заявил тогда он.